Маждался, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И смотрите, ой, сейчас он у меня Лили, и сам Абдулмалик, видите, какие у меня помощники? Нельзя, ты мне сейчас цветок погубишь. Нельзя. Вот. Абдулмалик, حفاظ زدوح حفاظ. ой, Мухаммед. Тигай, давай, мама, زدوح مديلا حفاظ. حفاظ حقيقي والله زده. Ты окучиваешь, да? Духты даст, а духты ди? Духты даст. Белый, замиг вухук. Маша. Тигич ах квалху. Вали ах так, вали. Аишка уже посадила цветочки нам, да, Аиша? И Аиша, и Мухаммед и посадили. Я вчера еще, когда ехала от гостей, купила по дороге ирисы. Не было их на рынке, хотела купить давно. Вот пока 3 куста посадили. Конечно, друзья, озеленять участки это не дешевое удовольствие. Все, растения очень дорогие. Нужно сажать потихонечку. И не все сразу, да, Абдулмалик? Раньше, конечно, да, у меня тут было много чего. Ну, это было раньше. Так, вот смотрите, позавчера, да, получается? Да, вчера я была в гостях. Позавчера, даже не позавчера, 2 дня тому назад. Абдулмалик. Ну, она для тебя слишком большая. Я, помните, вам показывала, короче говоря, как я тут хотела убрать эту траву. Убрала. Вот видите, сколько убрала, но видите, еще сколько ее много. Вчера я была в гостях. Ролик выйдет сегодня еще, он не вышел в эфир. Позавчера, как я сказала, мне что-то не здоровилось. И не то, что не здоровилось, просто у меня какое-то было сонливое, сонное состояние. Я практически весь день проспала. Просыпалась, засыпала. Так, ну вот розочку вот так вот я привязала. Ну, было бы красиво, конечно, если бы была для нее какая-то арочка. Ну, может быть, когда-нибудь. Эту сетку, это все нужно убирать, все нужно делать, прибирать. Но пока мальчики на работают, я как-то и не утруждаю их. Фиес. Мы с Аишкой посадили вот эти вот 2 цветочка, да, Аишка? По-моему, агюратум, если я не ошибаюсь. Вот, посолили. Посадили и полили. И Мухаммед полил тоже. Вот. Что еще? Ну, все, вот общий обзор вот такой вот. Сегодня, да, немножко потеплело. Утром было холодно, но вот к обеду уже стало тепло, хорошо. Вот что-то ветерок нашел. Аишка, может быть, ты все-таки оденешь себе эти штанишки? Мне кажется, холодно у нас. Нет? Ты не замерзла? Может быть, все-таки одеть штанишки. Колготок нет, а штаны сняла. Абдулмалик. Шкача, да? Шкача, да? Их пока нельзя кушать. Их нельзя кушать. Видишь, они еще плохие. Нельзя. Качери потом, хорошо? Это черешня. Так, ну, короче, друзья, чтобы это все было красиво, привести в порядок, нужно время. Нужны силы. Но у меня вот видите, сколько силы теперь. Мы вчетвером справимся со всем. Вот какие у меня помощники. Побрили их. Ай, Мухаммед, нельзя, Абдулмалик. Оберзал мамега. Абдулмалик. Оберзал лёг мамега. Нельзя. Хавали мама, сбил далуху, хавали. Абдулмалик. Хавали бел луху, хавали. Хавали, да, бел луху, мама, хавали. Белка? Лопату. Бел. Это что? Это что? Не лопатка. Фиер. Бел. Фиер, Мухаммед. Бели? Нет. Абдулмалик, хавали. Бели. Ты сам стоять не можешь. Как ты будешь с лопатой? Давай, копай. Копай. Ай, лузли гуха. Мы чего это? Ай, шахяк цингрис. Ай. Все? Выброси. Не, пусть лежит там, пусть лежит. Пусть лежит, где он положил. Аил, все, аил. Вот, все.
Вот помощники. Мы сегодня все тут озеленение сделаем, да, Иша? Хаерзела, что-то у меня там... Хаерзела, Замик, он молодец, маленький ты еще. Ты не можешь с этой лопатой справляться. Замик, Абдумалик. Муис. Может, вы пойдете туда? Что-то без меня бесполезно. Ибрагима тоже взял с собой на работу брат. До обеда еще Ибрагим за ними смотрел. Ну, как до обеда? Они-то после обеда только и пришли. Часа 2 с ними сидел Ибрагим. Мамочка их ушла на работу, можно сказать. Как ее? На собрание какого-то этого своего Гринвея. Так что вот как-то так. Так, теперь мои бандиты гоняют моих цыплят. Ой, маленький. Абдумалик, ты сейчас мне цветы, наверное, будешь топтать. Мугула, тихич, мугула, мама, здесь ждухнет, а. Хавел, Хавел, Абдумалик, Хавел. Я хаити? Мы чехрыс. Я хаити, ар? Я хаити? Вали тогда, я хам, как уж тебе бегла за что, Абдумалик, Абдумалик. Знаешь, сколько же там бегает классно. Все гоняет мою птичку. Хаейт Оза, Махмед, хаейт. Опа. Мухаммад. Тига, Аллах, тига. Тига, да, выход, Аллах, каш, тига. Хажу, мама, йо, хажу. Фись. Я хаяться, там посадить хочу что-то. Цыплят моих гоняют. Она без колготок, без ничего, ей холодно. Их дай касанцы. Сан гонять ты жлат. Мы и цветы сажали. Все делали. Да, я говорю. Так, мои дорогие, как только я начну что-то снимать для канала, у меня заказ. Вот такой вот заказ голубцов с подливой, с картошкой поступил. Мы только что пообедали. У нас была картофельная подлива с курочкой. Конечно, это я не снимала. Ну вот, как-то так. Потихонечку вот так вот буду подключаться, а то действительно не получается у меня снять ролик от начала до конца, чтобы для ролика. Ну что, все. Главное, уже и такси приехало. Голубцы мои готовы. Отправляем. Озюль детей уложила, а Ишка там в комнате сидит. Короче, вот так вот. Так, ну что, мои дорогие, сейчас займемся мы с вами. Поужинаем. Я хочу поужинать. Остальных всех накормила. Дети уехали. Мадина забрала детей. У нас очень похолодало, пошел дождь. Это вообще, я не знаю, погода никак не распогодится. И, по-моему, везде сейчас так. Так, сейчас я, знаете, думаю, что приготовить, чтобы на ночь не было и не так, как бы... Ну, не то, что нельзя, да, ну, в принципе, на ночь вообще ничего нельзя, но мне нужно еще долго быть, бодрствовать, мне нужно еще сделать манты, поэтому я хочу, давно еще, у меня на канале как-то было, когда я сидела на правильном питании, сейчас включу газ, и пока мы будем говорить, поставим сковородку, у меня даже, по-моему, есть ролик с этой лепешкой, меня недавно даже Галя, моя подписчица, спрашивала, ну, она, видимо, не могла найти ролик про этот ролик, где я показывала, как я делаю на правильном питании эту лепешку. Так, сейчас быстренько. Она очень вкусная, я тоже про нее что-то забыла давно. Угу. Сейчас маслица сюда положу немножко. Вот очень хочется поесть. Его хорошо делать и на топленом масле, но я немножко добавлю сливочного и... Чтобы сливочное не горело, немножечко растительного. Ну, много не надо. В принципе, можно было бы, наверное, вообще без него, если сковорода антипригарная.
Все, пусть пока это все, немножко газ убавлю. Вот. У меня очень много муки кукурузной. Надо ее использовать, во-первых. Мы еще с вами сегодня будем, наверное, кукурузный хлеб я сделаю, чтобы на утро был мальчиком. Они любят его с молоком. Ну, можно еще и, покажу я вам еще, с чем можно. Короче говоря, мы сегодня займемся кукурузной мукой. Так, все, для этого рецепта, наверное, надо будет... Или пусть стоит, да, так камера. Ну вот, немножко придвинула. И да, купили мы все-таки эту штучку для нашего... Как его? Сейчас вылетит из головы. Штатива. Хорошо теперь держит, телефон у меня не падает никуда. Так, значит, тут у нас творог. Я обязательно оставлю в описании. Если вдруг я не оставлю, то напишите мне. Творог. Ну, можно и проговорить, короче говоря. 50 грамм творога. 80 грамм кефира. Зеленый лук. Я нарезала его. Можно зелень. Я зелень не хочу. Если хотите, можно без зелени. У меня мальчики не любят зелень, если честно. Это я делаю лепешечку на одну порцию. Вот так вот делать на одну порцию по одному очень даже хорошо. Так, все. И где-то 80 грамм кукурузной муки. Так, яйцо. Чуть не забыла. Положила, но не добавила. И одно яйцо. Так, щепотку соли. И щепотку соды. Сейчас добавим. Вот так вот. Просто щепоточку. И все тщательно перемешать. Сейчас руки вытру. Обязательно, конечно, уроню. Так, друзья, кефира все-таки мало. Нужно добавить еще, видимо, 80 грамм и 80 миллилитров. Это разница. Я добавила 80 грамм, потому что все взвешивала. Поэтому слишком густое получилось тесто. Оно не должно быть густым. Так, видно консистенция его. Вот. Можно венчиком перемешать. Ну, здесь нет комочков, все хорошо. И вы знаете, вообще-то надо было мне попробовать из покупной кукурузной муки. Да, в принципе, наверное, и получится. Это у меня домашняя кукурузная мука. У меня есть и покупная. Хочу сделать сегодня из покупной кукурузной муки. Как ее? Наш кукурузный хлеб сыскал. Именно из покупной и попробовать. Так. Разогреем снова. Сковорода должна стоять не на очень сильном огне, таком на умеренном. Но пока включу. Вот так вот. Надо было и малышам сделать. Они у меня очень тоже любят, мои дети очень любят. Эту лепешечку. Так, ну сегодня наигрались мы, нагулялись мы, цветов насадили целую уйму. Потом вам покажу, наверное, что и как. Так. Просто сковорода еще холодная. Ну все. Можно заливать. Все, теперь накроем крышечкой. И пусть выпекается. Как видите, перевернем нашу лепешечку.
Чуть передержала, но ничего страшного. Теперь уже крышкой накрывать не нужно. Запах прям идет ароматный. Ну вот так вот. Это очень вкусно. Со сметанкой. Действительно, друзья, очень вкусно. Пробуйте, делайте. Сейчас будем делать кукурузный хлеб. Так, ну что, мои дорогие, немножко сделала подготовочку, чтобы вас долго не задерживать, потому что сын тоже захотел лепешку, пришел, кушал, пока он ел, я тут подготовилась. Очень вкусная лепешка, друзья. Вторую я не так зажарила, как первую. Так, ну что, и будем делать сейчас, значит, кукурузный хлеб. Что нам для этого нужно? Друзья, очень холодно. Я одела кофту сына. Очень прохладно стало. Отопление, ну, этот теплый пол мы сюда здесь не включаем, потому что там у меня в котельне цыплята, и у меня там 3 переноски, и воткнуть некуда. Так бы можно было бы и теплый пол включить. Значит, что у меня тут? Не буду долго говорить. Полкилограмма кукурузной муки. И, как я сказала, мне нужно закончить эту кукурузную муку, потому что кукурузная мука начинает горчить, если она долго стоит. Но в последнее время я слышу, что ее можно ставить просто в морозилку. Поэтому я поставила в морозилку, но опять-таки в морозилке тоже у меня не всегда бывает место. Поэтому потихонечку, быстро-быстро нужно убирать. Потихонечку, быстро-быстро. Правильно сказала, да? Как ее? Растительное масло не поставила. Как его самое? Ну и благо дело, у меня мальчики любят ее. Особенно, как я уже много раз говорю, они любят ее с молоком. Я не люблю. По идее, я вообще не люблю кукурузный хлеб. Могу и немножко поесть. Любила, как готовила моя мама по старинке, без молока, без всего этого, просто чисто на воде. Пеклась она наверху на сковороде и была очень крепкая. Вот именно вот эту вот корочку я раньше, конечно, любила очень есть, но сейчас корочку не поешь с моими зубами. Так, значит, полкилограмма. Ну, опять-таки, оставлю в описании. Если не оставлю, напишите. Полкилограмма муки кукурузной. 2 яйца. Значит, столовая ложка топленого масла. Ну, можно сливочного, если хотите. Так, столовая ложка растительного масла. Так. Чайная ложка без горочки соли. Так. И пол чайной ложки соды. Вот так вот где-то. Все. Теперь это все тщательно перемешать и добавить молоко. Так, интересно, как я снимаю. Я перестала снимать передней сейчас камерой. И поэтому не вижу, что и как. Ну, рассыпать, конечно, я всегда должна. И потихонечку добавим молоко. Так, вообще по рецепту идет пол-литра молока на 500 грамм муки. Но если вы хотите, чтобы... Ну, вы можете регулировать именно молоко здесь как хотите. Можете больше, можете меньше. Ну, не больше. Вот именно как заявлено, пол-литра. Тогда оно будет жидковатым, такое тесто. Вот видите, сейчас оно немножко густое. Но чем оно жиже, то кукурузный хлеб получится мягче. Но я как таковой не хочу очень мягкий. Вообще у меня сыновья тоже любят, чтобы кукурузный хлеб был твердый, потому что они его потом замачивают в кипяченом молоке и вот так вот едят. Вот, поэтому Ибрагим, особенно у меня Ибрагим, любитель, ну чуть-чуть еще добавлю, любитель этого кукурузного хлеба.
Он хочет, чтобы он был твердый и всегда говорит: мама, приготовь, как готовила йок мама. Мои дети, ну и мои дети, и дети моих братьев называли ее, мою маму, йок мама. В переводе большая бабушка. Ну или старшая мама, как бы, да, получается. Дословно большая. Йок – это у нас большая. Теперь мои внуки меня называют тоже так же. Йок мама. Но мой сын научил Мухаммеда говорить на меня на. Мне почему-то нравится, когда йок мама. Так. А мои племянники, сестры и сыновья называли ее Ляля мама. Значит, это моя мама, да? Меня в принципе, и сейчас, и в детстве мои родственники и родные с моей стороны по сей день зовут меня Лялей. Никак Ляля не вырастет. Вот, они называли меня Лялей мамой. Даже была такая история, что вот младший сын, ну, младший мой племянник, младший сын моей сестры, он что-то моя сестра говорила, что-то, что-то, наверное, про маму они сказали, и она, короче, на них: вы не смейте мою маму обижать, типа, вот что-то такое у них какой-то разговор был, вы не смейте обижать мою маму, это моя мама, я вам, ну, и в этом плане с детьми разговаривала. И младший племянник мой говорит: как твоя мама? Она разве не Лялина мама? Она разве твоя мама? Так что он даже вот так вот у нас было. Вот так вот, мои друзья. Так, все. Вот. Если это еще добавить, то будет еще жиже. Можно добавить, как я сказала. Значит, хлеб будет немножко помягче. Так, сейчас поставим формочку. Так, вот такая вот формочка у меня. Не могу найти такую, и мне нужно вот так вот поменьше. Но кто в Осетии живет, они поймут. Мне бы очень хотелось формочку для фетчинов. Сколько прошу Танзилу, она же живет на той стороне, в Осетии, она не может ее найти. Вот именно не такую большую, она бывает поменьше этого диаметра, в диаметре, и пониже бортики вот такие. И делается фетчин. Это фетчин, это пирог с мясом, пирог на пресном тесте. Мы очень любим эти пироги, именно вот такие. Ну вот свои формочки, если делать, то их очень вкусно, ну как вкусно, вкуса нет, но красиво получается. И эта формочка у меня немножко заржавела, и поэтому я кладу пергаментную бумагу. Вот так вот. А так можно в любой сковороде, друзья. Просто мне она как раз подходит по диаметру, когда я делаю только из полкилограмма муки. Можно было бы сразу и из килограмма сделать. Но так как я хочу сейчас еще попробовать из магазинной муки сделать, поэтому сегодня будем делать так. Так, ничем смазывать больше не надо. Масло тут у нас есть. Перекладываем наше тесто. Духовку я уже включила, она уже разогрета. И, наверное, на 100... Так, поставила, нашла градусник. Поставила градусник в духовку, посмотреть, сколько минут. Так, ну минут 40, не больше, потому что хлеб у нас не такой, но толстый. Должен испечься. Все. И теперь в духовку. Так. Еще не показывает пока, ну чуть постоит, поймем, сколько там градусов. Так, теперь я хочу сделать еще один кукурузный хлеб, но уже я специально заказывала даже на Валбересе муку кукурузную. Так, а теперь попробуем сделать из покупной муки. Я специально заказывала на Валбересе кукурузную муку. И сейчас посмотрим. Так. Сейчас покажу вам. Вот
Вот такую муку. Она, правда, очень мелкого помола. Холодный помол на каменных жерновах даже написано. Так, у нас же тоже пекут, говорю, перемалывают и на жерновах. Так, хочу взвесить муку, так, я буду говорить, но в кадре меня не будет. Сейчас быстренько взвесим. Но тут действительно мука очень тонкого помола. Я не знаю, я даже покупала немножко и такой муки. Не муки даже, а крупы может добавить, не знаю. Это чуть-чуть вот, это уже крупинками. Не знаю, как что делать. Может, это чуть-чуть добавить, чтобы не было такого вот прям тонкого помола. Сейчас посмотрим. Так. 500 грамм, значит, этой муки. Ну и добавлю 100 грамм. Все. Этой крупы. Вот, добавила крупу немножко, чтобы она немножечко была как бы более грубого помола, потому что мука такая. Она даже прям вот как будто бы обычная мука, настолько тонкая. Ну, так, все, теперь то же самое добавим сюда. Столовую ложку топленого масла. Столовую ложку, можно даже и чуть-чуть побольше, 2 даже, растительного масла добавим. Так, яйцо в морозилке, ой, в холодильнике у меня закончилось, но так, ну, тоже добавим 2 яйца. Так. Также соду. И также соль. Так. Куда я дела ложку? А вот. И теперь молоко. Так, вообще-то некоторые делают и на кефире, друзья. Но мне почему-то нравится на молоке. Сейчас все перемешаем. Можно, чтобы немножко постояло, но я никогда не делаю, чтобы там сода разошлась или еще что-то. Я сразу в духовку всегда делала. И вроде бы неплохо получалось. Ну вот сейчас посмотрим эксперимент с покупной мукой. Так, тут нет пол-литра, поэтому я смело добавляю. Тем более здесь муки чуть-чуть побольше. Наверное, молока еще надо будет принести или хватит? Надо будет еще. Так, надо сходить туда за молоком. Так, ну что, добавим еще молока. Ну, действительно, мука, конечно, очень тонкая. Прям действительно как обычная мука, настолько. Вот разница. Можно было бы, наверное, этой крупы еще больше добавить. И тогда бы почти как получилось бы как домашнее.
видно хоть, что я делаю. Все, больше добавлять молока я не буду. Вот, как видите. А вообще делают как будто бы, как жидкую сметану. Так, сейчас подготовлю другую сковороду. Значит, это у нас тоже силиконизированный пергамент. Ну, цвет такой прям красивый, лимонный. А, тут же еще домашнее яйцо. Она тоже придает. Это чуть-чуть пожиже тесто, чем я поставила. То и побольше здесь, потому что тут муки 600 грамм, чуть-чуть больше, даже 600 грамм. Ну, посмотрим. Я просто это делаю, потому что многие девочки спрашивают в личку, ну, можно ли из покупной муки, из магазинной муки сделать такой хлеб, как делаю я, поэтому мне даже самой стало интересно. Галушки не знаю, получится или нет из нее, но можно будет тоже попробовать. Вот. Хлеб попробуем. Вот так вот. И в духовку. Дальше я буду лепить манты. Ну, я не буду показывать манты, потому что манты я показывала очень много раз. Так, сейчас посмотрим. Духовка у меня уже на 200 градусов согрелась, если что. Чуть-чуть сделаю поменьше. Так, мои дорогие, ну вот, кукурузный хлеб уже готов. Это значит из домашней муки. Вот такая консистенция у домашнего хлеба, хлеба из домашней муки. Видите, мягкий. Тоже мягкий получился, даже намного, по-моему, интереснее, как кекс. Сейчас я попробую и скажу вам, как на вкус. Так, ну что, мои друзья, эксперимент удался. И мой вердикт. В принципе, небольшая разница только. Все-таки, мне кажется, вкуснее, конечно, хлеб из домашней кукурузной муки. Но он тоже не так уж и уступает. Очень вкусно, мне понравился. Намного мягче даже. Так что пробуйте, пеките. Я заказывала муку на Валберес. Так, ну что, мои дорогие, едят наш кукурузный хлеб сыскал вот с таким вот соусом из сметаны и творога. Также делают у нас соус, это кодер, из топленого масла, которое хорошенечко накаляется. Туда кладется творог. Заранее в творог добавляется яйцо, чтобы не так сильно свернулся творог. Ну, это надо показать, короче говоря. И вот едят так. Сюда еще пойдет картошка отварная, лучок зеленый будет. Все очень вкусно. Как-нибудь я полностью тоже покажу, как и с чем ее едят. А так попробуйте, очень вкусно.